Да, мы читаем ваши комментарии. Вы писали нам: хватит уже рассказывать про рэперов, мы все поняли, рифма — это очень важно. Окей, мы сделали разборы всех фильмов «Крымского чуда». Потом вы написали: мы устали от киноразборов, давайте что-нибудь еще. Мы разобрали историю киберспортсмена Зайца. Вы сказали: ой, нет, это же не настоящий спорт, парень просто играет в видеоигры. Окей, представляем вам видеоэссе про чемпионку UFC Валентину Шевченко, сильнейшую женщину, занимающуюся единоборствами во всем мире. Достаточно громкое заявление. А что если мы скажем, что она не просто сильнейшая женщина-боец, но и столь необходимый образ и символ, в котором остро нуждается сегодняшний Кыргызстан? С вами, как и всегда, редакция Evidence. Давайте разбираться. Давайте познакомимся с героиней нашего ролика и кратко пробежимся по ее истории. Валентина Шевченко родилась 7 марта 1988 года в Кыргызстане. Большое влияние на выбор рода деятельности Валентины оказала семья. Ее отец Анатолий в юношестве представлял сборную Кыргызстана по футболу, а мать Елена Аркадьевна – заслуженный тренер и президент Федерации тайского бокса Кыргызстана, обладательница черного пояса по таэквондо. Мать решила отдать дочерей Антонину и Валентину с ранних лет на секцию таэквондо, приняв, вероятно, одно из наиболее судьбоносных решений в жизни героини нашего видео. Тренировать будущих чемпионок взялся Павел Федотов, являющийся их наставником и по сей день. В будущем Валентина будет отзываться о нем как о человеке, которому она обязана всеми своими достижениями. Обратите внимание, мы не хотим, чтобы у вас сложилось впечатление, будто только благодаря нему она добилась таких высоких результатов, как это было в фильме про одну из лучших теннисисток в истории Уильямс, в котором львиную долю внимания посвятили ее отцу-тренеру. Но по ходу видео у вас еще будет возможность убедиться в том, насколько важно для спортсмена встретить хорошего тренера. Сейчас же давайте просто кратко перечислим нескромный список званий Валентины. Она мастер спорта международного класса по таэквондо, муай-тай, мастер спорта по боксу, кикбоксингу, дзюдо, одерживала победу на турнире по вольной борьбе, ну и, конечно же, лучший женский боец UFC вне весовых категорий. Шевченко провела свой первый профессиональный бой в возрасте 12 лет с 17-летней соперницей, а в 15 она уже дралась с 25-летней девушкой. Стоит отметить то, что до момента достижения Валентины совершеннолетия ей искусственно завышали возраст, чтобы попросту не шокировать зрителей. Первый бой по смешанным единоборствам, которые в будущем станут ее основной дисциплиной, Шевченко провела в 14. Помимо перечисленных выше классических боевых искусств, вроде бокса, борьбы и кикбоксинга, о которых вы, конечно же, знаете, в ее арсенале есть и те, о которых вы, вероятно, впервые услышите: ушу саньда, сётокан карате и сават. Только проделав такую колоссальную работу, она могла взобраться на такую вершину в современном спорте. И неудивительно, ведь, как вы можете видеть по ее бойцовским регалиям, она просто ужас для любого противника, вставшего на ее пути. Но неужто все эти навыки спортсмен может обрести, тренируясь в Кыргызстане? Спойлер, конечно же, нет. Валентине, как и многим остальным, пришлось проделать длинный путь к свету софитов. Куда же поставить запятую? К сожалению, высокие требования в современном спорте вынуждают многих спортсменов выбрать переезд в другую страну. В видеоэссе про Зайца мы уже рассказывали о том, насколько сегодня высок уровень конкуренции даже в относительно молодом киберспорте. И чтобы добиться результатов, спортсмены вынуждены всегда выбирать шанс получить международную практику. Что уж говорить о более древних видах спорта. Начать стоит с того, что на сегодняшний день, будь ты хоть мега талантливым и супертехничным спортсменом, не все зависит от твоих навыков. За успешной спортивной карьерой стоят продуманные системы подготовки, мониторинга и развития физических и психологических показателей. Давайте остановимся подробнее на каждом пункте. В первую очередь, это, разумеется, правильное питание и привлечение команды опытных диетологов, нутрициологов и психологов. За примером далеко ходить не надо. Вспомним последние Олимпийские игры в Париже, где наша олимпийская сборная по борьбе приехала на них в качестве одних из фаворитов. Акджол, Джоламан, Айсулу и другие доминировали на чемпионатах мира, но на играх не были похожи на самих себя. Многие тогда высказали предположение, что спортсмены не смогли проявить былой физической силы и выносливости вследствие тяжелой весогонки и неэффективного плана восстановления после нее, возможно, неправильной диеты или недоработки спортивных психологов.
Никто не знает наверняка, что же такого произошло. Отметим лишь, что правильный подход к весогонке и восстановлению является ключевым этапом подготовки спортсмена к каждому поединку. Известным примером является снятие с боя непобежденного чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который, несмотря на весь свой огромный опыт, не выдержал тяжелой весогонки и оказался в больнице из-за проблем с почками. То есть это всегда риск. Даже если у нас в команде есть хорошие диетологи и нутрициологи, для успешного выступления в топ-лигах мира часто недостаточно просто хороших, нужны лучшие, и даже они не всегда являются панацеей. Во-вторых, крутые тренировочные лагеря, где и куют чемпионов. В мире есть несколько известных школ, например, в Таиланде, США, Бразилии и Дагестане. В чем их отличительные особенности? Почему сложно получить эти навыки в Кыргызстане? Да, у нас есть хорошие залы с инфраструктурой, но дело не только в этом. В лучших командах есть тренеры, специализирующиеся каждый на своем направлении. Кардиоподготовка, джиу-джитсу, ударная техника, борьба и так далее. У нас эту работу часто может проделывать один тренер, что очевидно снижает эффективность. Более того, наличие сильных спарринг-партнеров с разной манерой ведения боя и подбором навыков. А представьте, что если спортсмену нужно подготовиться под конкретного оппонента, у местных тренеров попросту ограничен выбор. Он из своих спортсменов, из бойцов, он всегда стремился воспитать универсальных бойцов. Боец, он должен быть идеальным боксером с хорошими руками. Ногами он должен быть идеальным тэквондистом, то есть на высоком уровне оперировать ногами. На близкой дистанции, в стойке, то есть тайский бокс, клинч, борьба, то есть и это мы все говорим о высоких уровнях. И в партере, конечно, борец, грэплер, джиу-джитсер. То есть это смешанные единоборства, которые воспитывают человека со всех сторон. В-третьих, нужны еще и крутые менеджеры, у которых есть связи и которые смогут договориться о проведении боя, заключить контракт с хорошей лигой, провести правильную маркетинговую работу по продвижению бойца. В Казахстане есть Саят Абдрахманов, который зачастую и представляет интересы бойцов из СНГ на международной арене. Но за рубежом, конечно же, больше шансов встретить опытного менеджера, который сможет обеспечить спортсмену все вышесказанное. Валентина не стала исключением и была вынуждена покинуть свою родину. Мы очень часто выступали по профессиональным боям, по тайскому боксу, и промоутер, организатор боев, который там был, он просто в одно время, через сколько-то лет, он обратился к тренеру, к Павлу, и сказал, что Павел, я больше не могу найти соперников. То есть девушек, которые все претендовали на какие-то вот соревнования, то есть он уже всех поприглашал, то есть мы всех то есть выиграли. Надо было уже дальше идти, да? И нужен был какой-то толчок, нужно было продвижение. И Павел, он принял решение осваивать Латинскую Америку. Переезд в Сочи, после в Таиланд и Перу, сегодня же она частично тренируется и проживает в США. Это примеры не только Валентины, но и других наших бойцов. Рафаэль Физиев, ранее представлявший Кыргызстан, уехал в Таиланд и подрабатывал тренером, чтобы прокачать свои навыки. Самый перспективный кыргыз в UFC Мактыбек Оролбай Уулу проводит тренировочные лагеря в США и представляет Team Alpha Male. Но тропинку для этих бойцов, по сути, проторила Шевченко, ставшая первой кыргызстанкой, попавшей в лучший мировой промоушен в 2015 году. Но почему же все так хотят попасть в UFC и как себя проявила там наша героиня? Начать стоит с того, что в мире есть десятки различных видов спорта, и, конечно же, фанатам единоборств всегда не терпелось узнать, кто же лучше, победит ли боксер-борца в честной схватке 1 на 1. Смешанные единоборства или ММА стали своеобразным решением и взялись дать ответ на этот вопрос. Борцы, боксеры, джиу-джитсеры и самбисты выясняют в поединке, кто же из них все-таки сильнее, с минимальными ограничениями в правилах. Можно драться практически как душе угодно. Это почти уличная драка. И самой крупной организацией, устраивающей такие бои, и является промоушен UFC. Это с отрывом самая медийная площадка для ММА. Далеко ходить не нужно. У них почти 50 миллионов подписчиков в Инстаграме и 21 миллион на Ютубе. И это только на основном аккаунте. В их пуле 900 бойцов, а стоимость компании оценивается в 12 миллиардов долларов, принося доходы в 1,5 миллиарда ежегодно. Конечно, такие цифры не могут не притягивать лучших из лучших именно в UFC. А теперь главное. Валентина не просто рядовой боец в ростере, она чемпионка UFC с 10 победами в титульных боях. На данный момент она является лучшей женщиной-бойцом вне зависимости от весовых категорий. So
so watch her hands. When she loaded up, she's thinking body. Fence here. Do I think that Shevchenko and Nunes have fought for the last time? Only if Nunes retires. Interesting to see how they... Давайте теперь попробуем проанализировать всю эту информацию. Если смешанные единоборства являются неким усреднителем, чем-то на стыке всех существующих видов спорта, ответом на вопрос, кто же победит на улице, а UFC являются самой популярной лигой в мире, притягивающей лучших бойцов смешанных единоборств, то Валентина, несомненно, лучшая женщина-боец в мире. Потому-то нам и кажется, что в Кыргызстане до преступного мало говорят о ее вкладе и заслугах. Можно было бы сказать, что все это из-за того, что она уже как много лет не живет на родине и не ассоциирует себя с Кыргызстаном. Но ведь это неправда. Она при каждом удобном случае говорит о любви к нашей стране и к кыргызскому народу, гордясь тем, что защищает цвета нашего флага. Также хочу передать привет для всех своих болельщиков из России, из Кыргызстана и всех стран СНГ. Передаю большой пламенный привет своему родному солнечному Кыргызстану. Про Кыргызстан, я думаю, наверное, о Кыргызстане мало кто, наверное, там за бугром знает. Да? Уже нет, уже много кто. Но на самом деле очень все восхищаются. Восхищаются нашей природой, нашими традициями, нашими ребятами, мужеством. И это очень всегда приятно. И я очень рада, что у нас именно Кыргызстан такой, что у нас люди именно такие позитивные, очень дружественные, дружелюбные и всегда сплоченные. Я считаю, что так и надо продолжать. И, конечно, меня всегда, приезжая на родину, переполняют чувства, эмоции, потому что это земля, где я выросла, это все для меня. Благодаря ней сотни тысяч фанатов узнают и интересуются нашей страной, культурой. Она также открывает дорогу в промоушен для местных талантов. Более того, она ценный медийный ресурс UFC из-за своих личных качеств. Она яркая и светлая личность. Может станцевать с Мерабом Двалишвили лезгинку, что завирусилось в сети. Она говорит более чем на 4 языках. Помимо очевидных вариантов, говорит на тайском и испанском. Занимается стрельбой из оружия. Что интересно, если вспомнить ее псевдоним «Пуля». Но, конечно, наиболее важно изучить ее стиль ведения боя. Отличительной особенностью Валентины являются ее навыки ударной техники. Она отлично комбинирует удары руками и ногами. Сказывается огромный опыт выступлений в различных дисциплинах: бокс, карате, тайский бокс, ушу, кикбоксинг. Яркие примеры: нокаут Джессики Ай или технический нокаут бывшей чемпионки Джессики Андради. Но помимо работы в стойке, она чувствует себя как рыба в воде и в борьбе, и в джиу-джитсу. Отлично защищается от переводов в партер и болевых приемов. Но более того, сама прекрасно проводит тейкдауны, болевые и удушающие приемы своим оппоненткам. Пример. Досрочная победа болевым приемом над Джулианой Пеньей, которая вообще-то являлась обладательницей черного пояса по джиу-джитсу и в будущем стала чемпионкой UFC. То есть Шевченко является одним из самых универсальных бойцов во всей индустрии, причем не только среди женщин, что и отражается в ее статистике. Из 24 побед 8 она одержала нокаутом или техническим нокаутом, 7 побед болевым или удушающим приемом. Важно понимать, что влияние Валентины Шевченко не ограничивается только репрезентацией страны на мировой арене. Она является примером для подражания многих спортсменок, да и просто обычных девушек, которые начинают посещать различные спортивные секции, особенно связанные с единоборствами. Примечательно то, что сама Валентина словно сама не до конца понимает важность своей деятельности. Давайте послушаем короткий отрывок из интервью. Не знаю, мне кажется, что вот у нас девушки, они именно вот такой, сохраняют такой баланс, когда они, в принципе, не ограничены ни в чем. Они могут самоутверждаться, они могут учиться, они могут самореализовываться, и все им помогают в этом. То есть никто не говорит: нет, ты будешь сидеть дома, ты не будешь ничего делать. Нет, все пойдут навстречу, и все как бы скажут: да, хорошо, это так и нужно делать. И это просто говорит о том, о обществе, что оно цивилизованное, о обществе, что оно культурное. Вот здесь мы вынуждены не согласиться с Валентиной.
В стране, очевидно, есть диспропорция во возможностях женщин самореализовываться. Согласно данным Нацстаткома, в 2022 году уровень участия женщин в экономике составил 43%, в сравнении с уровнем участия мужчин в 72%. В отчете также подчеркивается, что женщины в Кыргызстане тратят почти в 5 раз больше времени на неоплачиваемый домашний труд по сравнению с мужчинами. И в итоге у женщин остается в 1,5 раза меньше свободного времени на досуг и профессиональное развитие, чем у мужчин. Ссылку на отчеты мы приложим в описании к ролику. Более того, важно и то, в каких секторах обычно работают женщины. Здравоохранение и социальное обслуживание населения, образование, гостиничный и ресторанный бизнес. Зарплата в этих секторах ниже, чем в тех, где чаще всего заняты мужчины, такие как природные ресурсы, строительство, транспорт, новые технологии. Чаще всего женщин нанимают на низкооплачиваемые должности, и их представительство на руководящих позициях остается низким – 43%, а доля мест в парламенте всего около 20%. В Кыргызстане до сих пор существует разрыв в заработной плате между женщинами и мужчинами, который составляет 30%. Так что нет, сложно согласиться с тем, что у мужчин и женщин равные возможности, должности и уровень зарплаты. Если же говорить о диспропорции конкретно в спорте, то в олимпийских видах на одну спортсменку приходится 4 мужчин, в неолимпийских же видах и того хуже – 8 мужчин. Большинство девушек занимаются плаванием, художественной гимнастикой и легкой атлетикой. И вот тут мы подбираемся к ключевой мысли. Учитывая ситуацию с бытовым насилием в стране, а как вы знаете, более чем в 95% случаях оно совершается в отношении женщин, занятие различными единоборствами становится чуть ли не необходимостью для многих девушек на сегодняшний день. Это, конечно, ужасающая правда, что женщине из Кыргызстана в 2025 году вообще приходится задумываться о таком, но спорт становится реальной вынужденной альтернативой другим ее увлечениям. Поэтому нельзя не упомянуть то, что Валентина Шевченко является не просто крутой спортсменкой, чьи заслуги, на наш взгляд, сильно недооценены, но является также важным образом и примером для подражания для многих девушек, учитывая сегодняшнюю ситуацию с насилием. Ну и напоследок, через месяц Валентине предстоит провести защиту титула против очень сильной спортсменки, чемпионки другой весовой категории Вэйли Жанг. Мы желаем ей успешной подготовки к бою и уверенной победы, а также верим, что она еще долго будет радовать нас своими победами, ведь, как она сказала в своем крайнем поединке, возраст – это лишь цифры. Кстати говоря, у нас есть идея сделать один большой выпуск о перспективных спортсменах из Кыргызстана, которые прямо сейчас взбираются на вершину спортивного мира. Если вам интересен такой выпуск, пишите в комментариях, а также указывайте, какие имена вы бы хотели включить в этот список. А с вами была редакция Evidence. Увидимся в новых выпусках.